Громкое убийство раскрыто. В Сибае задержаны подозреваемые в убийстве местной предпринимательницы и ее дочери. 10 вопросов на повестке дня. Состоялось 10-е заседание Совета городского округа. Многофункциональный помощник автопарку ЖКХ пополнился новой техникой. Теперь об этом и другом более подробно в эфире выпуск новостей в студии Наиля Ахмедшина. Здравствуйте. Накануне были арестованы подозреваемые в убийстве сибайской предпринимательницы и ее дочери. Напомним, 21 апреля этого года в полицию поступило сообщение об обнаружении тел двух женщин в одной из квартир Сибая с признаками насильственной смерти. Следственный комитет по Башкортостану возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Спустя месяц с небольшим правоохранительным органам удалось распутать клубок преступления. Громкое убийство сибайской предпринимательницы и ее дочери некоторое время оставалось нераскрытым. Руководством Следственного управления республики было принято решение о направлении в город Сибай опытного следователя-криминалиста, который, изучив материалы дела и детали происшествия, выдвинул в качестве основной версию заказного убийства. В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с оперуполномоченными уголовного розыска, установлена причастность к совершению преступления 34-летнего ранее судимого за кражи и убийство жителя Магнитогорска. Затем следователи вышли и на заказчика преступления. Им оказался 33-летний сын убитой предпринимательницы. 3 июня Сибайский городской суд рассмотрел ходатайство следователя Следственного комитета об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двоих граждан, которые подозреваются в убийстве женщины и ее совершеннолетней дочери, имевшего место 21 апреля 2017 года. По итогам судебного разбирательства суд вынес решение об удовлетворении данных ходатайств и избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 19 суток, то есть по 21 июля 2017 года. Поскольку суд пришел к выводу, что материалами дела обоснованно доказывается возможность совершения преступления данными гражданами, то есть их причастность к совершению данного преступления. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По ходатайству следователя для подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время исполнителю и заказчику будут предъявлены обвинения. Расследование уголовного дела продолжается. Лена Кириллова, Айгуль Хамитова, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. К другим новостям. В актовом зале администрации Сибая состоялось 10-е заседание Совета городского округа 4-го созыва. На повестке дня было 10 вопросов, касающихся различных сфер города. Подробнее далее. Несмотря на то, что сегодня начало лета, в городе полным ходом идет подготовка к предстоящему осенне-зимнему отопительному сезону. Ведь от исправности системы зависит бесперебойное обеспечение теплом в холодное время года. Учитывая важность вопроса, неудивительно, что его депутаты рассмотрели самым первым в ходе 10-го заседания Совета городского округа. Среди задач по подготовке к отопительному сезону – капитальный ремонт трубопроводов, замена тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, гидравлические испытания трубопроводов. По словам первого заместителя главы администрации, эти задачи выполнены. В зимний период 2016-2017 годов выполнены следующие задачи. Создана комиссия по оперативному решению вопросов подготовки и организации работы объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения в осенне-зимний период 2016-2017 годов. Приняты меры по подготовке объектов к устойчивой и безаварийной работе в осенне-зимний период и обеспечен контроль за поставками необходимых для этого материалов. На повестке дня также были вопросы, касающиеся профилактики терроризма и экстремизма на территории города, расчет размера платы за пользование жилым помещением по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, внесение изменений в правила землепользования и застройки городского округа, дополнений в генеральный план. Большое внимание было уделено вопросам профилактики пожаров. Как известно, в этом году наблюдается рост происшествий с огнем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целях стабилизации обстановки утвержден план мероприятий, которые должны ежедневно проводиться пожарными и другими курирующими органами. Еще один немаловажный вопрос – это летний отдых, оздоровление и занятость детей, подростков и молодежи в 2017 году и организация обустройства мест массового отдыха населения. Так же, как и в прошлом году,
в городе будет работать 3 загородных лагеря, это Шифа, Юлдаш и Березка. У нас работает по оздоровлению санаторий, профилакторий Сибай. Кроме этого, 98 детей у нас выезжают в здравницы Республики Башкортостан, санатории. Самым массовым всегда остаются центры дневным пребыванием. Оно будет организовано у нас в 12 школах, длительность заезда 21 день. Вот работать у нас в 13 школах также трудовые объединения. Длительность заезда по 14 дней. Количество охвата у нас 400 детей идет. 21 профильный лагерь у нас будет организован в учреждениях образования и в загородных лагерях. 3 палаточных лагеря будут работать. В июне у нас работает юный турист. В июне также работает у нас экологический лагерь Ирандык, и юный спецназовец будет работать у нас в августе. Для тех детей, которые у нас остаются в городе, мы подготовим интересную площадку дворовых площадок и многодневные, однодневные маршруты походов. На 10-м заседании Совета городского округа были отмечены новые руководители городских предприятий и вручены благодарственные письма администрации активным представителям молодежного парламента 4-го созыва и вручены удостоверения недавно избранным членам парламента нового 5-го созыва. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитова, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Среди мероприятий по подготовке к зиме немалое внимание уделяется оснащению материально-технической базы предприятий. Так, на днях в распоряжение Управления жилищно-коммунального хозяйства города поступил новый грейдер. Евдокия Титаренко расскажет подробнее. Процент износа существующего автопарка у ЖКХ, по словам специалистов, еще не превышает нормы. Однако без пополнения технической базы новой техникой организовать качественную работу по уборке и расчистке города весьма проблематично. В эти дни на подмогу работникам Управления жилищно-коммунального хозяйства пришел новый грейдер. По словам работников УЖКХ, грядущей зимой проблем с уборкой снега не возникнет благодаря этому новому мощному снегоуборочному грейдеру. Автогрейдер ГС-1402 изготавливает компания «Брянский Арсенал». Это современная техника, предназначенная для выполнения крупных объемов землеройных и строительных работ на промышленных участках. Техника используется для профилирования и планирования земель, разработки грунтов, организации насыпей, разравнивания и перемещения материалов, строительства дорог, обустройства кюветов, канав и выемок. Это современная машина, при сборке которой использованы отечественные и импортные комплектующие. Крупные узлы и агрегаты созданы в соответствии с требованиями пользователей к техническим показателям строительных машин, потому грейдер предлагает владельцам расширенные возможности. На сегодня это, я считаю, для города очень большое достижение. Благодаря главе администрации Сулейманову Халиту Амировичу, который поехал в правительство и, в принципе, смог убедить, что Сибаю надо выделить деньги для того, чтобы поддержать город именно в первую очередь, в плане снегоуборки, которая, к сожалению, у нас в последние годы хромала в связи с тем, что из 4 грейдеров, которые, в принципе, у нас на балансе существуют, 2 из них стали по объективным причинам. Они устарели. Один 93-го года, другой 96-го года. Сами представляете, что 2 грейдера. И вот у нас, в принципе, мы выстроили специально показать горожанам, что техника есть, живая, здоровая, она работает, практически ни дня не простаивает. Новую единицу техники уже оценил глава администрации городского округа города Сибай Халид Сулейманов. Он осмотрел технику, посидел за рулем грейдера и отметил некоторые положительные отличия машины от старого товарища, уже имеющегося в эксплуатации у ЖКХ. В связи с началом заездов детей в летние лагеря новая машина уже прошла свой первый тест-драйв. Она отгрейдировала дорогу до Шифы. Евдокия Титаренко, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. Литературное творчество великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина сопровождает нас на протяжении всей жизни. Его произведения объединяют людей всех возрастов и вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков мира. Добавлю, что в 2011 году президент России подписал указ о ежегодном праздновании 6 июня Дня русского языка. Мы поздравляем вас с этой датой и желаем хорошего настроения. Увидимся завтра.